Известный в нашем регионе и даже за ее пределами журнал «Литературная Ингушетия», на страницах которого стихотворения и рассказы ингушских писателей прошлого и позапрошлого века на родном языке, теперь доступны для учащихся третьей школы села Мочки-Юрт. Вспомогательную литературу для школьников дарит главный редактор издания Лейла Тамасханова, тем самым выражая надежду, что дети среди этих строк отметят самое главное – значимость и богатство нашего языка. They are no bench, lazım koy. Toxtamış, ıştıçar lazım. Xedraga, taxmili, silxmili, qani yiqiniца журнал. Сон ваш бахкач луамц, здесь беанхат. То юхдяхкач, вей кирд lazım koy, цар toxtamış, yazmış şanxub беанхат. Хежлидис, дубдуахлидис, цадешк. Для каждой нации родной язык – это дар, который бережно передается из поколения в поколение. С давних пор и по сей день неоспоримую значимость и богатство нашего языка восхваляли многие ингушские мастера пера. Но ни ученые, ни писатели, никакие государственные деятели не смогут заставить человека говорить на родном языке, если нет любви и привязанности к своей национальной идентичности, с чем солидарны и сами дети, пытаясь доказать нам, что действительно с трепетом относятся к своей родной литературе, даже показывают дневники с отметками. Литература. А какой мучает? Ешдеш. Масняра эрсимот будс. Галгаймот будсец. Дука эрсимот будс галгаймот бижбой. Так, целый диш, Диш. Да. Шико кинешкас. Среди поклонников ингушской поэзии и ученица 5 класса Хава Гойгова. Она читает одно из ее любимых стихотворений Герихана Гагиева. Савахар хозаде, ахте да ахте, эйса мелло скок, лос аздей ляхте, гейта ки каныш, сигала ляча, дяхе гусуне, дамил хаджач. Ингушский язык, как и родную литературу, к примеру, пятиклассникам преподают по 2 урока в неделю. И это мало, делятся учителя. Тем не менее, старания школы тщетны, если дома не будет прививаться любовь к своему языку. Грамматика школ, я здесь диквашья далс бери, ханза бери, что дука ирсимот мабути так, сбахан лахтин диалог язык галдуалт хамтах, а литератур дука стихотворение, прилаш классе жжён диалог. دوتسرج فعلجش دوجة سيخ حديثي تأخذت مسني قوات بيرج دق مقولي تأخذوس بيزن برج دقو قيلش كلاسي بيرج عم بيغير تجبه دقة بيرج صار اسمه دقة بوت زيت غيرك بروبلمات تاع زبوت سرعة خلقوتهم تدوا بيرج دقيق تتوخ فيها. Разговорившись с детьми, Лейла Тамасханова и сама поняла, из ингушских писателей и поэтов школьники мало кого знают. Но учащиеся обещали исправиться и побольше заниматься дома. Тем более литература есть. Главный редактор журнала не забыла и об учителях и руководстве школы. Им вручила в дар несколько изданий своего авторского романа. Директор учреждения, в свою очередь, поблагодарила Лейлу за постоянное внимание к образовательному процессу. باخلص إيصلص إطلص تاشتيانشتا أجبيرج دقة حنت بيبليتيك حياة خير وينيخ غلق كنيشكش ديش بيزن بولجده زغلق ميختل شاشت ديك عديش واشتي تصدالغ دقة برج переводит قدشخو نحيت غلق درج ديش بيرج должде. От одного храма знаний к другому Лейла Тамасханова только успевает пересечь порог школы имени Джамалдина Яндиева в селении Янтхонги-Юрт, как тут же школьники сами расхватывают журналы. Литература здесь ценится высоко, что и видно по реакции ребят. Ученики держат в руках первый в истории ингушей литературно-художественный журнал, основанный в 1997 году известным литературным критиком, ученым, писателем Абу Увейсовичем Мальсаговым. Сейчас литературная Ингушетия выпускается 4 раза в год, общим тиражом 8000 экземпляров.
3 из которых на ингушском языке. Это тот ценный материал, которого здесь так не хватало, отмечает учитель ингушского языка. Язык – это характер народа, его память и история. В нем отражаются обычаи, традиции, быт народа, мудрость и опыт. Без языка не может существовать и развиваться общество. Делиться книжным фондом с образовательными учреждениями республики и за ее пределами стало доброй традицией для редакции «Литературной Ингушетии». Мы поделились своими фондами с Министерством образования Республики Ингушетия, с научной библиотекой Ингушского государственного университета, с лицеями и многими-многими организациями. Мы сперва накапливаем свои остатки, набираем, а потом непременно делимся со всеми школами, вузами, потому что для них это факультатив. И даже некоторые произведения они используют в рамках школьного цикла. Любить и уважать родной язык значит уважать себя и свой народ. Так нам завещали отцы и деды. Он объединяет ингушский народ в единое целое. Это важный фактор самоопределения нации, надежная основа его развития. И поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы сохранить и передать его во всей красоте грядущим поколениям. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев. Новости 24.